На этой неделе депутаты Госсовета Коми утвердили перечень вопросов к докладу главы республики о работе правительства в 2020 году. Привлечение инвестиций, обновление коммунального хозяйства, ремонт дорог, социальная политика, экология – в списке вопросы, с которыми жители региона регулярно обращаются в наш парламент. Их чаяния и предложения зачастую ложатся в основу новых законодательных инициатив. О том, как глас народа перерождается в нормативные акты, расскажет Ксения Лосева. Значит, мы были наверху, там у нас рай, а здесь я вас привел в ад. Адом Дмитрий Львович называет подвал своего дома. Зимой он проводит здесь чуть ли не большую часть дня. Чтобы обогреть жилище, дрова в печь приходится подбрасывать около 6 раз за сутки. Комнатную температуру удается поднять до приемлемого градуса, однако она, едва достигнув нужной отметки, тут же начинает предательски падать. Вот и получается такая бесконечная борьба со стихией за тепло и уют в своем доме. Вот надо порядка 50-60 кубов заготовить дров, значит, это самое какое. Мало того, что это стоит приличных денег, значит, это самое, вы представьте сюда, через это вот окно, значит, нужно затащить сюда, значит, это самое, уложить сначала с машины, потом, значит, закидываю сюда, потом отсюда кладу туда, значит. В похожей ситуации здесь, в местечке Якар, находится более 400 домов. Многие из них так и стоят недостроенными. Без газа вдали от города жить совсем непросто. За то, чтобы в микрорайон наконец пришло голубое топливо, местные жители борются уже 7-й год. За это время было все, говорит Дмитрий Львович. И письма с просьбами, и жаркие дебаты, и исправление проектов. В этом году дело, наконец, должно сдвинуться с мертвой точки. В декабре Госсовет Коми включил Якар наряду с еще 2 пригородными поселками Шордор-1 и Шордор-2 в адресную инвестиционную программу. Если все пойдет по плану, в ближайшие 2 года газ получит более 1000 домовладений. Жители обращались, жители на каждой встрече озвучивали этот вопрос. Это были и устные звонки, это и были и пар выпускался, это было все, в каких только форматах. Но есть энтузиасты, есть общественники. Была открыта информация о ходе подготовки того или иного документа, того или иного этапа. То есть это тот самый яркий пример, когда обращение граждан, когда просьбы граждан и когда активное участие граждан получает вот такой результат. В реальный результат недавно превратилась и еще одна очень важная инициатива. В конце 2020-го Госсовет Коми внес изменения в республиканский закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. И если раньше предприятия часто выполняли требования о приеме на работу людей с ограниченными возможностями лишь формально, просто создавая квоту, то теперь она считается выполненной только если человека трудоустроили на работу. Мы увидели, что есть некие такие недостатки, которые не позволяют в полную силу реализовать право человека с инвалидностью на его право на работу. И тогда началась наша работа в плане том, чтобы внести изменения в этот закон. И здесь ведь очень много сейчас будет зависеть в первую очередь от контроля. И мы надеемся на то, что органы, которые наделены правом надзора и контроля, возьмут это как приоритет. Улучшение жилищных условий, трудоустройство, ремонт дорог и доступность здравоохранения. Как правило, жителей разных уголков республики волнуют похожие вопросы. Решать проблемы получается только при постоянном диалоге власти с населением. Что важно, сами люди активно включаются в работу. Миф о том, что ничего все равно не изменится, уже, к счастью, в прошлом. Изменить нашу жизнь можно только всем вместе. И нашими гражданами, значит, и все, в которые входят практически все слои населения социальные. Значит, и, естественно, органами власти, законодательными органами, и иными государственными органами и структурами, которые призваны как раз решать государственные задачи в области обустройства жизни нашей республики, наших городов, поселений, наших граждан. Знаменитый в Коми закон о тишине и запрет на левайк в жилых домах также наглядные примеры того, как одно простое обращение может стать отправной точкой для работы и совершенствования законов, а значит и улучшения нашей повседневной жизни. На ближайшей сессии депутаты Госсовета Коми рассмотрят закон об ограничении продажи энергетических напитков. Общение с жителями представители власти ведут не прекращая. Благо форматы сейчас есть самые разнообразные. Онлайн только набирает свои обороты. Для многих это еще одна удобная возможность быть услышанными, напрямую общаться с властью и реализовывать социально значимые инициативы.